Чувашском педагогическом университете появился свой зубной кабинет. Сегодня, в преддверии начала учебного года, его торжественно открыли. Это совместный проект вуза и городской стоматологической поликлиники. В университете уверены, он будет востребован как у студентов, так и у преподавателей. Стоматология в шаговой доступности. Более 6 тысяч студентов и 700 преподавателей Чувашского педуниверситета смогут получать врачебную помощь прямо в стенах вуза. В кабинете установлено современное оборудование. Лечение здесь будет проходить под контролем радиовизиографа, а значит отвечать всем стандартам качества. Здесь будет осуществляться, конечно, прежде всего профилактика стоматологических заболеваний, но и в то же время здесь будут оказываться услуги по лечению твердых тканей зубов, слизистой оболочки полости рта. Специалисты все высококвалифицированные, оборудование абсолютно новое. В кабинете стоматологии терапевт будет работать постоянно, весь учебный год. Кроме того, по необходимости будут привлекать и узких специалистов – ортопедов и ортодонтов. У студентов так мало времени для того, чтобы пойти в поликлинику, занять очередь и попасть на прием к врачу. А теперь мы можем, можно сказать, не отрываясь от учебы, посещать зубной кабинет. Я думаю, что это будет очень востребовано. Молодежь нынче заботится о своем здоровье. Врачебные кабинеты вновь возвращаются в систему образования. В республике внедряется проект «Школьная медицина». В нем будут задействованы не только доктора, но и учителя, которые должны быть подготовленными. Поэтому первый вузовский стоматологический кабинет открылся именно в педуниверситете. Как раз мы будем здесь отрабатывать взаимодействие учреждений здравоохранения с образователями. То есть здесь наших будущих педагогов изначально будем учить основу школьной медицины, да, на месте. В воспитании самое главное – личный пример. Будущий педагог должен сам заботиться о здоровье, чтобы потом научить этому детей, считают в вузе. И хотя проект дорогостоящий, в университете уверены – инвестиции себя оправдают. Мы должны сформировать поколение молодежи, которые пойдут в школу воспитывать наших детей, способными внушить, обеспечить и сделать так, чтобы наши дети относились к своему здоровью очень бережно. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что, к примеру, педуниверситета последуют и другие вузы республики. Благодаря таким кабинетам решается сразу две задачи – профилактика заболеваний и шаговая доступность медицинской помощи. Надежда Андреева, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.